торговом центре «Франт» открылся магазин «Галамарт». Мне много чего поставили. Там и болты, там и спицы, и пластины. Там я, робот. Так Наталья Пономарева из Чистополя живет последние 3 дня. Неудачно упала на руку. Стало понятно, нужна срочная операция. Наш заведующий посмотрел снимки и на уровне нашего Чистополя решил, что у нас не хватает достаточно аппаратуры, чтобы прооперировать мою руку. И, в общем-то, направил сюда. В РКБ ее прооперировали. Как говорят хирурги, главное это сделать вовремя, успеть в так называемый «золотой час». Если пациент находится на этапах эвакуации или есть какие-то осложнения, сопутствующие патологии тяжелые, или они не могут просто по каким-то причинам добраться до нашего центра, конечно, летальность у них высокая. Если верить статистике, тяжелые травматические повреждения несут угрозу не только для здоровья, но и для жизни человека. Как говорят специалисты, больше чем в 50% случаев тяжелые травмы заканчиваются смертельным исходом. Как спасти человека? Это сегодня в Казани обсуждают лучшие хирурги страны. Смертельными чаще становятся черепно-мозговые травмы и огнестрельные раны. Процент осложнений был очень высокий. Это хронические огнестрельные остеомиелиты, это критические дефекты костей после радикальной хирургической обработки. Сейчас мы эти проценты нивелируем практически до минимальных. Как военных, так и гражданских хирургов объединяет одна проблема. И связана она не с современным оборудованием, а людьми. В руках наших врачей есть современное оборудование, но эффективное использование этого оборудования, конечно же, зависит от того, насколько квалифицированно врач может подходить к реализации поставленных перед ним задач. Нехватку кадров, по мнению специалистов, способна восполнить Казанская школа травматологов-ортопедов. Сегодня учебному заведению исполнилось 100 лет. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.